Уважаемый суд, уважаемые присутствующие, 19 сентября 2015 года должностные лица правоохранительных органов, нарушив 49-ю статью Конституции Российской Федерации о презумпции невиновности, не имея на то решения суда, объявили меня и моих сотоварищей по несчастью преступниками и казнокрадами. Исходя из последующих событий, объявили нас и вне закона, многократно нарушая наши конституционные права, введя в заблуждение о наших якобы преступлениях и президента нашей страны, и общественной страны. Это следует из многочисленных выступлений и действий должностных лиц правоохранительных органов. После моего задержания, будучи в камере, я круглосуточно слушал по радио сказки господина Маркина о каких-то своих несуществующих богатствах, о международном якобы характере преступной деятельности Гайзера. Накануне каждого судебного заседания по продлению мне срока содержания под стражей по телевидению обязательно выходил сюжет с нарезкой видеокадров каких-то часов, частных самолетов, каких-то богатств, счетах в офшорах и так далее. Следственный комитет этим убедил общественность всей России в том, что ими разоблачена страшная банда, в кавычках, из членов правительства Республики Коми, которая якобы разорила республику своей деятельностью, задушила свободу и демократию в республике, погрязла в роскоши и неимоверных богатствах и стала, как вот выразился Пренер, государственный обвинитель, тормозом на пути развития общества в нашей республике. Неоднократно и длительно Следственный комитет Российской Федерации нарушал мое конституционное право на защиту. Следователи не допускали ко мне адвоката. Ситуация разрешилась только после прямого вмешательства Владимира Владимировича Путина, после того, как на Совете по правам человека господин Костанов рассказал президенту о лишении меня следственными органами конституционного права на защиту, что, конечно, недопустимо в правовом государстве. И у меня в связи с этим был только и остается один вопрос. Если у Следственного комитета, как они считали, были железные доказательства вменяемых мне преступлений, чего они боялись-то, адвокат, мешаем общаться с подозреваемым? Уголовное дело было изначально, что называется, с душком. Как я уже говорил выше, общественность была преднамеренно введена в заблуждение рассказом правоохранителя о якобы существовании якобы преступного сообщества для оправдания своих действий. Но когда начался этап предварительного досудебного следствия, оказалось, по сути, что никакой банды нет, и доказательств нет. А президенту, как минимум, изначально докладывали, что основания для этого и есть, для таких утверждений. Из этой ситуации для правоохранителей, естественно, было только два выхода. Либо пойти к руководству страны и сказать, что переборщили тут в своих заявлениях. Но тогда понятно, что надо было класть заявление об отставке на стол, прекращать дело. И другой вариант – придумать доказательства, надавить на фигурантов, выкрутить ему руки, издеваясь по сути, в том числе и пытая их морально, заставить признать вину, найти несуществующих свидетелей и утопить в кавычках все в многочисленных томах ненужных бумаг. В том числе заказывая псевдоэкспертам какие-то экспертизы и объявить на весь свет якобы неимоверной сложности дела. Нетрудно догадаться, какой вариант действий был выбран. Именно поэтому досудебное следствие тянулось максимальное количество времени, предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Именно так родилось дело о так называемом преступном сообществе в 500 томов и якобы нескольких КАМАЗов вещественных доказательств в кавычках. При этом в деле только копии Конституции Республики Коми встречаются почти 10 раз. Текст, который, между прочим, находится в свободном доступе. И таких примеров множество. Следствием старательно обрабатывались свидетели, а порой их существование просто придумывали. Где эти тайные, в кавычках, свидетели под аббревиатурами КГБ, ВЧК, ГПУ, ФСБ, НКВД, именно так сокращали их придуманные фамилии и отчества: Кошкин ГБ, Викторов ЧК, Гори ПУ, Федоров СБ, Новиков Константин ВД. И в очередной раз хочу обратить внимание всех присутствующих, что именно на основании вот таких показаний и было возбуждено уголовное дело о так называемом преступном сообществе. Но, однако, во-первых, где же положенные были по действующему законодательству на них документы с реальными данными этих людей, которые по закону должны находиться в пределе?
но знаем прекрасно, что их в 500 томах просто нет. Во-вторых, самое удивительное, что государственное обвинение возражало против исследования показаний этих тайных свидетелей в судебном заседании. И, естественно, возникает вопрос, а почему возражал? Да, ответ очевиден, потому что никаких тайных свидетелей под этими аббревиатурами и инициалами никогда не существовало. А это значит, что оперативные службы Коми активно занимались фальсификацией доказательств еще до возбуждения уголовного дела. Видимо, некоторым представителям правоохранительной системы республики не давала покоя печальная история о гулаговском прошлом нашей республики. Все в худших традициях этих служб периода репрессий прошлого века. Конечно, сегодня это звучит как издевательство и насмешка над нашим правовым демократическим государством. С целью смягчения меры пресечения и хотя бы надежды на временное изменение пресечения, меры пресечения на период досудебного следствия, под психологическим мощным давлением ряд фигурантов дела подписывали протоколы так называемых допросов, которые писали сами следователи, формулируя целые фразы и целые абзацы. Такое мощнейшее психологическое давление на подследственных Европейский суд по правам человека однозначно трактует как пытку. И все это вскрылось в судебном заседании, когда фигуранты стали отказываться от своих признательных показаний и объясняли, почему они себя оговорили и почему подписывали протокол так называемых допросов. Вот обвиняемый Фарштейн дал нужные показания по досудебному соглашению с условием, что ему оставят более мягкую статью в обвинении по части 2 210 статьи УК Российской Федерации. Ну, собственно, он их дал, а затем следователи передумали в кавычках и объявили, что ему предъявлено обвинение как всем по части 3 статьи 210 УК. По сути, обманули, несмотря на подписанное прокурором досудебное соглашение. Ну, собственно, мы теперь-то уже пройдя и судебные средства, и закончив прения, прекрасно понимаем, что этот Фарштейн вообще никакого отношения к предъявленному обвинению вообще не имел. И тем не менее, вот как следует из показаний сокамерников, Антон Фарштейн не смог справиться с тяжестью надуманного предъявленного обвинения и необходимостью оговорить себя и других по надуманному обвинению во исполнении досудебного соглашения. И как прозвучала официальная версия Следственного комитета, сам наложил на себя руки, повесился в СИЗО. Вот у меня лично большие сомнения в том, что он сам на себя наложил руки, так как все мы помним, что вдруг следом и за этим погибает другой фигурант дела, Алексей Соколов, который, по мнению следствия, управлял активным преступного сообщества. Более всего удивительно то, что покончивший якобы с собой Фарштейн за несколько месяцев до смерти, будучи в СИЗО, выдал генеральную доверенность на управление всеми активами совместного предприятия «Метлизинг». И я подчеркиваю, согласие следователя, потому что без согласия это сделать было просто невозможно. Не менее странным является и то, что у обоих погибших был один адвокат по фамилии Дударь Алексей. Только эти два покойных человека, как выяснилось на судебном следствии, имели полномочия на управление активами компаний, якобы подконтрольных, якобы существующему преступному сообществу в лице сегодняшних подсудимых. Напрашивается вопрос, а кто сегодня по факту управляет этими активами, в том числе и пресловутой птицефабрики? В чьих они руках? В чьих руках фирма Инари, ее оборотные средства, которые удивительным образом исчезли из собственности одного из обвиняемых за время досудебного следствия? Не ради ли этого было затеяно так называемое уголовное это дело, за которым скрывается банальный передел собственности? Все мы хорошо помним, что в одном из своих выступлений наш президент, начиная в стране принятия мер по борьбе с коррупцией, сказал: борьба с коррупцией не должна стать самой коррупцией. И, на мой взгляд, нашим сотоварищам по несчастью в уголовном деле эти опасения президента проявились очень явно. И, на мой взгляд, это, конечно, не должно пройти мимо его внимания. Еще один примечательный факт. Если посмотреть содержание дела, то можно обнаружить, что состоит оно из документов, свидетельствующих об обычных фактах деятельности правительства республики. Та же приватизация, работа с предприятиями, составляющими основу моногородов республики, такие как Интаугли компания. И подвести эти факты текущей, стандартной работы любого правительства региона под преступление, казалось бы, просто невозможно. Однако же президенту уже доложили, что основание для уголовного дела есть. И следствие для выхода из сложившейся ситуации начинает увязывать эти документы выбитыми признательными показаниями из самих фигурантов и свидетелей. Вот, пожалуйста, преступление. Как я понимаю, именно этим и занималось 2 года следствия.
Такая обычная деятельность правительства республики стала преступлением, которое увязано с Следственным комитетом, мифическими умыслами, выбитыми показаниями из фигурантов и свидетелей. А как удобно сегодня для следствия показания мертвых фигурантов дела, которые они давали под давлением следователей. Они теперь не могут от них отказаться, как в Москве. Почему мы были все свидетели? Мы неоднократно были свидетелями отказов от содержания протоколов, свидетелями, которых допрашивали на этапе досудебного следствия. Их угрожали посадить рядом с нами на скамью подсудимых. Несмотря на это, большая часть свидетелей нашли в себе мужество и честно заявили на допросах в суде об агрессивном давлении следователя. Они показали, что в протокол те или иные слова, фразы, целые абзацы писали сами следователи и угрозы не заставляли подписать их свидетелей. И я благодарю таких свидетелей за их мужественное поведение, за их честность в судебных заседаниях. И, конечно, прошу суд дать оценку всему этому произволу. Прошу дать оценку методам и действиям должностных лиц правоохранительных органов, приняв отдельное постановление суда на этот счет. Планомерно я со своим адвокатом доказываю, что самолеты, якобы самолеты, многомиллионные часы, стоимостью многомиллионной, сейфы, якобы набитые деньгами, это все бурные фантазии и ложь представителей Следственного комитета. А все, что есть у меня в моей семье, это соответствует моим семейным доходам, официально задекларировано. Однако, видимо, природная стыдливость не позволила этим следователям публично признать это. Рассыпалась в суде и сфабрикованная якобы ключевая экономическая экспертиза, проведение которой следствие заняло более полугода. Именно этим Следственный комитет оправдывал бесконечное продление следствия и держал нас в СИЗО 2 года до передачи дела в суд. Напомню, что именно на основании этой липовой экспертизы представители Следственного комитета объявляли общественности об ущербе в 3 миллиарда 500 миллионов рублей. Но выяснилось, что все эти так называемые псевдоэксперты даже с калькулятором-то не дружат. 2 плюс 2 почему-то получалось все время 5. Более того, в суде выяснилось, что на нашем деле этими псевдоэкспертами, всякими Алешами, была опробована якобы авторская методика проведения экспертиз. Не научно обоснованные какие-то подходы, опробированные практикой, признанные всеми, а какие-то свои, никому неизвестные, кроме этих якобы авторов, подходы и методы. У нас что, суд, это патентное бюро, что ли? Нет, конечно. Самое страшное, что завтра эти псевдоэксперты могут участвовать в других уголовных делах со своей так называемой авторской методикой, рассчитывая, что она будет подтверждена решением суда по нашему делу. И сколько безвинных людей может еще пострадать от рук этих липовых экспертов, которые заключили сделку со своей совестью. Они даже не побоялись уголовной ответственности за свою так называемую экспертизу, хотя и были предупреждены и следственным судом об этом. После того, как защита в том числе показала несостоятельность оценочных экспертиз следствия, гособвинение вынуждено было согласиться с негодностью этих экспертиз и обратилось к суду с ходатайством о проведении новых экспертиз. Между тем, еще 2,5 года назад я открыто выражал свою позицию по экспертам, по их кандидатурам. Я и мой защитник заявляли им отводы, добивались, чтобы мне показали хотя бы документы, обосновывающие квалификацию этих экспертов, потому что и тогда было понятно, на самом деле, что они из себя представляют. Однако следователи сначала прятали от нас их дипломы, а когда же все же их показали, то запретили снять копии с этих документов, вопреки закону, в очередной раз нарушив мои права. А чего боялись-то, если они были уверены в этих экспертах и их экспертизе? Мы знаем, что суд пошел навстречу гособвинению, позволил им реабилитироваться. Суд принял по ходатайству обвинения решение о проведении новой оценочной судебной экспертизы. Мы увидели результаты ее. Ну и чем ее качество отличается от предыдущей? Все те же подтасовки и игра в наперстки. Достаточно сказать, что заявленная стоимость якобы птицефабрики Зеленецкой мгновенно упала с 3 миллиардов рублей уже до 2 миллиардов 400 миллионов. Мы знаем, что и это на самом деле оценка, мы показали в рамках разбора этой экспертизы, что и эта цифра не имеет ничего общего с правдой. На суде по факту мы стали свидетелями того, что правоохранители потратили время досудебного следствия на то, чтобы подогнать и сфабриковать материалы дела под те самые первоначальные заявления. То есть сами стали заложниками своих же публичных слов
о так называемых мифических богатствах и ущерб. Так зачем надо было все вот это действие, это шоу Бен Хилла? Исходя из объявленных Следственным комитетом Российской Федерации первоначальной цели, они якобы спасали республику от так называемой банды, в кавычках, которая ее разорила. Ну и что в результате сегодня мы имеем? В республике стало лучше жить, что ли? Жители внезапно разбогатели, может, экономика стала процветать в республике. Увы, статистика свидетельствует об обратном. В период, когда я занимал должность главы республики Коми и руководил правительством республики, республика уверенно входила по темпу социально-экономических показателей в первую двадцатку регионов России. Теперь с 2016 года не может выбраться из последней десятки регионов по всем показателям. Самым крупным достижением нынешних властей стало планирование профицита бюджета республики на 2017 год. Вот, внимание, прошу вот обратить. Не благосостояние граждан, не обновление социальной сферы обеспечения комфортного проживания граждан в республике, а планируемый профицит бюджета. Я понимаю, если бы еще об этом рапортовал Минфин, ну уже не правительство республики. Но только как он достигался, этот профицит? За счет отмены социальной поддержки ветеранам боевых действий в республике, социальных гарантий гражданам республики, таких как, например, компенсация семьям за детские сады, за малышей. Я же не говорю о том, что только по лекарственным средствам недофинансирование составило 1,5 миллиарда рублей. Доработались до того, что стало сложно получить медпомощь в республике. Жители стали лечиться в соседней Кировской области. За прошлый год бюджет республики заплатил Кирову в результате за своих граждан почти 1 миллиард рублей. В прошлом году главными достижениями стали забитые сваи под будущие объекты социальной инфраструктуры. Теперь ленточки у нас руководство республики режет перед сваями, а не перед построенными сданными объектами. Да, я очень переживаю за людей в республике. Я с этими людьми прожил 50 лет. Я родился в этой республике, и сегодняшнее положение дел в республике меня просто угнетает. Так в чем же заключалось избавление жителей республики от так называемой банды управленцев? Ну, лично у меня возникает только один вывод. Что это чьи-то коммерческие, экономические, карьерные, политические и частно-сообщеские интересы. Перефразируя классика, можно сказать, кому сегодня в республике жить-то хорошо? Да всем известно кому. Еще уголовное дело не передали в суд, а за это дело уже получили знаки отличия, награды, повышение по службе. Кто? Представители правоохранительных органов. Единственный выигрыш от этого дела. Вот и часть ответа на вопрос, кому стало жить хорошо. Не говоря о том, что в республике 4-й год идет дичайший, пахнущий криминалом передел собственности. В этом смысле в республике стали витать времена начала 90-х. Разорена и по факту уничтожена строительная отрасль республики. Идет по 10-му кругу передел пассажирских внутримуниципальных, межмуниципальных перевозок. Почти полностью свернута местная торговля в республике. Я не считаю себя гениальным управленцем. Я просто старался честно и эффективно исполнять свои служебные обязанности. Допускал я ошибки в своей работе? Конечно, допускал. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Допускал кадровые управленческие ошибки? И их допускал. Но я считаю, что за эти ошибки ответственность со мной должны разделить те правоохранители, которые должны были ставить меня в известность о неблаговидных поступках некоторых лиц. И которые до последнего момента, дня моего ареста, убеждали меня в том, что эти лица святее Папы Римского. Но при этом я хочу заметить, что именно я и, собственно, исправлял такого рода кадровые эти управленческие ошибки, убирая с государственной службы таких людей. Но какое это отношение эти ошибки имеют к Уголовному кодексу? Это были именно ошибки, а не преступления. А в результате всей этой вакханалии я и моя семья уже почти 4 года несем тяжелейшее наказание. И это далеко не потеря мною должности главы республики и какой-то статусности. Те, кто меня знает не понаслышке, знают и то, что власть и должность никогда не были для меня самоцелью. Были для меня всегда тяжелой ношей. Я всю свою трудовую жизнь посвятил тому, чтобы люди, живущие и работающие в Республике Коми, могли жить богаче и комфортнее. Я никогда не делал различий между рабочими и бизнесменами, работниками сельского производства и госслужащими.
бюджетниками, пенсионерами, между знакомыми и незнакомыми людьми. Я не совершал никаких преступлений, в том числе и инкриминированных мне в рамках этого уголовного дела. Я никогда не наносил и не нанесу никакого ущерба Республике Коми, потому что эта республика мой дом. Я там родился и всю свою жизнь работал. Я лишь задаю себе вопрос, за что наказаны наши родные и близкие? Но, как вы думаете, что могут чувствовать на протяжении всех этих лет мои самые дорогие и близкие мне люди? Мои дети, жена, моя мать. Как они могут не переживать и не страдать, если следователь 1,5 года не дал с ними разрешение на свидание с ними под видом того, что это нанесет ущерб следствию? Кто? Моя престарелая мать, что ли, нанесет ущерб следствию? За что были наказаны наши родные и близкие, которые, как в худших традициях 1937 года, были зачислены в ряды врагов народа, которые получили проблемы, те, кто помоложе, с трудоустройством, те, кто постарше, с сохранением своих рабочих мест? За что наказаны жители республики, работники правительства и бюджетной сферы, которые сегодня массово вынуждены уезжать из республики, так как в регионе после нашего ареста наступила полная стагнация? Но даже и они испытывают сложности с трудоустройством по всей России. Как только потенциальный работодатель видит, что они работали в республике, не дай бог, каким-то образом были близко к зданиям органов власти, с ними сразу прощаются. Прошедшие годы в заточении в камере 2 на 4 метра прошли для меня, конечно, в размышлениях. Я снова прокручивал для себя в своем сознании всю свою жизнь, свои поступки. И я честно могу сказать, что я не понимаю, в чем мне каяться. Мне не в чем каяться. Сожалею я лишь о том, что сегодня страдают мои родные и близкие. Страдают те люди в республике, которые точно не заслужили того, что сейчас там происходит. Я сожалею о том, что не успел исполнить программу развития Республики Коми, которую мы вместе с жителями республики принимали и успешно, замечу, воплощали в жизнь до 19 сентября 2015 года. Но тем не менее нам удалось за очень короткий срок работы построить сотни километров новых дорог, капитально отремонтировать основные старые, создать новые рабочие места, новые предприятия, не закрывать, как сейчас, масса, а создавать новые и сохранять те, которые находились в тяжелой ситуации. Нам удалось построить и реконструировать за это время более 1,5 сотен социальных объектов, школ, детских садов, объектов культуры, спорта. За почти 4 года после того, как нас арестовали, единственное, что в республике сделано, это смогли закончить только ряд объектов, которые были начаты при нас. При нас в районных центрах стали строиться спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны. Мечта сельчан многих поколений республики. И сегодня я знаю, что это останется моим землякам. И это приносит мне удовлетворение. И мне краснеть здесь не за что. Или мне нужно краснеть за то, что, спасая шахту Интинскую, заставлял господина Самойлова вернуть выведенные им из компании «Интауголь» заработанные шахтерами средства, в результате чего те не получали заработную плату. Мне нужно краснеть за то, что я помогал сохраниться моему родному городу. Если мне нужно нести наказание за то, что я хотел спасти родной город, ну, значит, так тому и быть. По сути, меня пытаются наказать за то, что я не боялся брать на себя ответственность при принятии решений по тем проблемам, которые вставали в республике, в экономике, в социальной сфере, в общественно-политической жизни. Но если не брать на себя ответственность, так ни одну проблему никогда и не решишь. Я благодарю всех своих земляков, которые знакомы и незнакомы мне, но которые поддержали меня в этот трудный для меня период. Вот за эти неполные 3,5 года я получил почти 2000 писем. Мне пишут из большинства муниципальных образований обычные простые жители. Я всем без исключения отвечаю, у меня и сейчас продолжается огромная переписка. Я знаю, что многие запуганы в республике и боятся высказать нам слова поддержки публично. Ну и знаю то, что меня поддерживают. И искренне от души благодарю этих людей. Суду предстоит принять непростое решение.
По закону Фемида должна быть слепа. И сегодня на ее весах, с одной стороны, наши судьбы, а на другой интересы должностных лиц правоохранительных органов, сфабриковавших эту уголовное дело. На этой же стороне весов, к сожалению, общественное мнение, которое было сформировано высшими должностными лицами правоохранительных органов о якобы существующем преступном сообществе в республике и обо мне как о преступном. Средства массовой информации с подачи правоохранительных органов продолжают и сейчас активно линчевать меня и других фигурантов дела. Но я буду отставить свою честь и достоинство в судах, как это положено. Я могу только надеяться на то, что суд, несмотря на все это, будет беспристрастным в принятии решения, и что его решение будет объективным. Спасибо.